Раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз, два, три.
Добрый день, дорогие коллеги, уважаемое профессиональное сообщество. Мы открываем международный семинар «Эффективный учитель, эффективный ученик». Это первый международный семинар, который проводится в Республике Коми при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И нам очень важно, что данный семинар, он проходит в рамках республиканского проекта «Эффективная школа». Проект «Эффективная школа» нацелен на поддержку школ, которые функционируют в неблагоприятных условиях, но самое главное, что данный проект нацелен на повышение качества образования. В рамках проекта работают школьные команды всех муниципальных образований Республики Коми. Нам очень важно, что в рамках идеологии развития системы образования Российской Федерации мы реализуем уже указы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который отмечает, что создание равных образовательных возможностей в Российской Федерации – это рост благосостояния нашей страны, это ресурс для развития экономики Российской Федерации. Поэтому, начиная с этого года, мы присоединяемся к международному движению «Эффективная школа». Данное движение стартовало уже более 10 лет назад в Соединенных Штатах Америки, и к движению уже подключилось более 70 стран. Что же такое эффективная школа? Эффективная школа – это школа, которая формирует эффективного учителя, которая формирует эффективного ученика, а самое главное, создает равные условия для каждого ученика, чтобы он был успешным, чтобы его образовательные результаты позволили ему быть успешным в любой ситуации. Самое главное сегодня, что мы на республиканском семинаре будем говорить о различных формах поддержки учителя и наших обучающихся. Самое главное, что мы будем познавать международные эффективные методики сопровождения школьных команд. Мы работаем в течение 2 дней. У нас более 40 площадок. И нам очень важно, что сегодня на открытии данного семинара присутствует Наталья Владимировна Якимова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Наталья Владимировна, вам слово. Good morning, dear teachers, Russian and American teachers. We're glad to see you in our republic and here in Institute. I hope that our seminar will be interesting and useful. And now, please, I will speak Russian. Добрый день, уважаемые участники. Очень значимого для нас мероприятия. И его название громкое, может быть, «Эффективный учитель для эффективной школы» или «Эффективный учитель, эффективный ученик», на самом деле очень простой и понятно. Для нас с вами, где бы мы ни работали, я думаю, в России или в Америке, важно, чтобы каждый наш ученик, каждый наш школьник был успешным. Его успешность сопровождаем мы с вами, учителя, с самого раннего возраста и выпуская уже во взрослую жизнь. И мне хочется, чтобы эта площадка, на которой мы с вами сегодня собрались, и на которую замечательно, что приехали гости, она позволит нам проанализировать свою деятельность, может быть, оценить свою работу. И самое главное, узнать много нового. Всем нам желаю в эти 2 дня роскоши общения. Общайтесь друг с другом, общайтесь с нашими гостями. Не бойтесь делать что-то новое, потому что все, что мы с вами делаем, все, для чего мы учимся, это наши дети. И нам очень хочется, чтобы наше образование, в том числе в Республике Коми, было качественное. Желаю успешной работы. Ну, я думаю, что завтра мы встретимся в этом же составе. Успеха и удачи! Спасибо, Наталья Владимировна.
коллеги, нам очень важно, что партнером нашего семинара выступает Сыктывкарский государственный университет. И я хочу предоставить слово представителю Сыктывкарского университета Наталье Николаевне Новиковой, чтобы поприветствовать наших коллег. Нам очень важно, что в течение этих 2 дней мы будем работать совместно с преподавателями университета. Я сразу хочу сказать, что к нам будут подключаться представители Российской академии образования, Федерального института развития образования, представители международных компаний Smart Lego Education. Наталья Владимировна сказала, что самое важное, конечно, чтобы вы включились в диалог с нашими коллегами. Мы намеренно выбрали форму открытого диалога. Мы сегодня с вами осознаем, что для каждого педагога очень важно, каким образом он мотивирует себя для создания эффективного пространства для ученика. Поэтому, уважаемые коллеги, именно Наталья Николаевна была нашим партнером уже долгое время по созданию условий для развития наших школ, которые работают в рамках программы «Эффективная школа». Наталья Николаевна, вам слово, несколько слов. Здравствуйте, уважаемые коллеги, я приветствую вас. Очень рада, что в зале много знакомых лиц, начиная с коллег с университета имени Сэма Хьюстона, которыми лично я познакомилась в Америке, тех педагогов, которые постоянно бывают на курсах повышения квалификации, и самое главное, выпускников нашего Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Наши выпускники – это наша надежда нашей республики. Именно они должны поддерживать современные технологии, новые перспективные формы и методы работы. Когда мы живем в своей республике, у нас свои условия, но у вас есть уникальная возможность за эти 2 дня узнать, как работают школы и как работают молодые педагоги в другой стране. Вот когда 3 года назад я была в Америке, много для меня было удивительно. Например, то, что начальная, средняя и старшая школа совершенно разные. Здания, системы и так далее. Вот сегодня очень важно, что приехали не только профессора университетов, а молодые педагоги. Те, которые год назад закончили и только что получили диплом магистра. И именно их уникальный опыт, который они используют, я думаю, что вы перенесете через себя, адаптируете под нашу систему. И наши дети также будут с радостью, с удовольствием ходить в школу и получать новые знания. Успехов в работе! Спасибо, Наталья Николаевна. Ну и, конечно, позвольте мне представить нашу международную делегацию. Нам очень важно, что действительно, начиная с сегодняшнего дня, мы вступаем в качественные профессиональные взаимоотношения с международным сообществом. Я хочу сразу сказать, что наши коллеги принимают участие более чем в 30 международных проектах. Они являются партнерами Московского государственного педагогического университета, Московского городского психолого-педагогического университета. И для нас, на самом деле, очень важно, что мы включаемся в такие профессиональные взаимоотношения. Уважаемые коллеги, я хочу вам напомнить, что в этом зале присутствуют представители всех муниципальных образований Республики Коми. Мы сегодня будем работать со школьными командами, и нам очень важно, что именно наши коллеги включаются в работу по созданию единого образовательного пространства, именно с представлением не только своего опыта работы, но, наверное, самое главное, что мы обмениваемся практиками для того, чтобы выстроить именно единое международное пространство. И я хочу представить наших коллег поименно. Руководитель Международного департамента университета имени Сэма Хьюстона, профессор Андрей Коптелов. Вильям Эджиктон, профессор университета, руководитель магистерской программы Comparative Global Education. И наши педагоги, это молодые педагоги. Почему появились молодые педагоги сегодня в нашем зале? Вчера был дан старт 2-му этапу проекта «Молодые педагоги». И нам очень важно, что действительно мы формируем
ту профессиональную среду, которая позволяет нам именно обмениваться лучшими практиками и российскими, и международными. И позвольте мне представить Стефани Абарка, Даниил Кромер, и к нам будет подключаться Элизабет Ласли онлайн, и, конечно, присутствует Лоурен Росси. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что в течение 2 дней мы будем открыты для профессионального диалога. Мы выбрали разные формы нашей работы. Это будут и открытые лекции, и мастер-классы, и информационные сессии. Самое главное, что вы должны действительно впитывать и получать профессиональное удовлетворение от нашей совместной работы. Мы не будем говорить именно о тех шаблонах и регламентах, которые вы должны использовать. Мы будем их искать, мы будем находиться постоянно в зоне инновационного поиска и принятия решений. Самое главное, что данный семинар реализуется в рамках республиканского проекта поддержки школ, оказания адресной поддержки школ, которые переходят в эффективный режим функционирования. Уважаемые коллеги, я считаю, что мы открываем международный семинар. Уважаемые коллеги, и мы с вами начинаем с открытой лекции. Первая лекция, которая идеологически будет напутствовать, наверное, все наши площадки. Современная школа. Создание среды и технологий для зоны прорывных инноваций. Модераторами и спикерами данной лекции являются Мария Анатольевна Габова, проректор по образовательной деятельности Коми Республиканского института развития образования. Пожалуйста, прошу. Уильям Эджиктон, профессор университета, и Андрей Коптелов, профессор, руководитель международного департамента. Уважаемые коллеги, несколько минут для того, чтобы вы подготовились, мы передаем микрофоны. И буквально минут для того, чтобы лекция началась. Итак, мы начинаем. Меняется все, наш век перемен. Меняется мир, меняются люди, меняются условия, в которых мы с вами живем. И, конечно, меняется система образования. Современная школа стоит на пороге прорывных инноваций. Ключевые вызовы, которые стоят перед отраслью образования в долгосрочной перспективе, обозначены в докладе «Новая технологическая революция. Вызовы и возможности для России». Основные ключевые вызовы, которые стоят перед отраслью образования, это изменение способов создания, фиксации и передачи знания в связи с развитием цифровых и телекоммуникационных технологий. Мы с вами на себе это уже ощутили. Да? Реализуется проект «Цифровое образование», да? Реализуется проект «Цифровая экономика». В нашей республике реализуется проект «Современная цифровая образовательная среда Республики Коми». Мы с вами наблюдаем переход к персонализированному глубинному обучению. Мы реализуем это направление в наших программах повышения квалификации и переподготовки педагогов.
Развивается смешанное обучение, основанное на интеграции методов онлайн и офлайн обучения. Нас с вами ожидает рост глобальной конкуренции в сфере формирования нового типа компетенций и новых форм подготовки, новых образовательных практик. Еще одним важным вызовом является развитие транснационального рынка онлайн-образования, создающего глобальную конкуренцию традиционным образовательным системам. Все это потребует глобального переосмысления работы образовательных систем, перехода к количественной оценке образовательного процесса на основе анализа данных. Основными прорывными факторами новой технологической революции в эпоху цифровизации и передовых технологий являются технологии адаптивного обучения. К ним относятся умные облачные онлайн-курсы, разрабатываемые на основе технологий больших данных и предиктивной аналитики. Это массовые открытые онлайн-курсы. Это системы аналитики образовательных процессов и управления образовательными процессами. Это системы управления образовательной траекторией, которые создаются на основе предиктивной аналитики. Вторым важным прорывным фактором является геймификация образования. В частности, использование технологий дополненной и виртуальной реальности. Также глубокие изменения происходят в технологиях обучения. Развиваются технологии мобильного обучения, технологии визуализации и удаленного доступа. Нас с вами ожидает рост когнитивных и нейротехнологий в образовании. Умные машины придут на помощь педагогам. Изменяется и архитектура рынков, их корпоративная структура и бизнес-модели. Это касается также и отрасли образования. Что нас с вами ожидает? Это переход к платформенным образовательным технологиям и смешанному обучению. Это мы с вами видим уже сегодня. И вот сегодня у нас с вами будет на одной из площадок панорама этих самых онлайн-платформ, которые мы с вами можем использовать для организации нашей индивидуальной траектории обучения. Это управление образованием как бизнес-процессом. Действительно, те технологии, которые использовались преимущественно в бизнесе, они сейчас приходят из сферы образования. Технология коучинга, технология тьюторства, менторства. Да? Вот об этом мы тоже с вами будем говорить на наших мероприятиях. Это развитие концепции непрерывного образования. Конечно, сегодня невозможно уже всю жизнь пользоваться тем образованием, теми достижениями, да, которые были получены вами в процессе вашего обучения в вузе. Да? Я сейчас говорю о взрослой аудитории. Конечно, сейчас образование на всю жизнь, этот тезис заменен тезисом образования через всю жизнь. И каждый из нас постоянно учится чему-то новому. Вот те молодые педагоги, которые участвуют в нашем проекте, мне было очень интересно с ними поработать. Конечно, у них есть базовые какие-то знания, но при этом они готовы учиться чему-то новому, получать новые навыки, осваивать новые компетенции. Геймификация, виртуализация образовательных процессов. Тоже то, что нас с вами ожидает. Возможно, в нашем образовании, да, в российском, геймификация еще не так резко выражена, но я думаю, наши коллеги нам расскажут о том, как это реализуется в их системе образовательной. Как же все это будет происходить? Вот такое временное окно возможностей перестройки отрасли образования. Предполагается, что к 2020 году мы перейдем к платформенному обучению и массовому распространению массовых открытых онлайн-курсов и смешанного обучения. В 2025 году нас с вами ожидает переход к масштабному использованию нейротехнологий в образовании. А 2035 год ознаменуется приходом искусственного интеллекта, который будет выступать в роли наставника. Конечно, он никогда не заменит учителя. Очень часто люди задают вопрос, да? А вот если я буду применять эти образовательные технологии, современные, цифровые, они же перестанут ко мне на лекции ходить. Этого никогда не произойдет, если вы правильно используете эти технологии. Что же такое прорывная технология?
Прорывной технологией можно назвать такую инновационную технологию, которая снимает или уменьшает зависимость от невозобновляемых природных ресурсов, существенно повышает качество жизни, обеспечивает переход страны в группу мировых лидеров по определенному продукту услуги, удовлетворяющего 3 критериям. Во-первых, этот продукт или услуга должен быть востребован каждым человеком. Образовательные услуги этому критерию соответствуют. Этот продукт или услуга, во-вторых, должен быть доступен каждому человеку. Доступность образования – это главный критерий качества образования. И в-третьих, никто в мире не производит эту услугу или производит с большими затратами. Вот к достижению 3-го критерия мы с вами будем стремиться. Прорывные исследования – это такие исследования, которые способны коренным образом изменить понимание важной существующей научной или технологической концепции, или привести к созданию новой парадигмы или области науки и техники. В системе образования в нашей стране сейчас реализуются приоритетные образовательные проекты. И далее мне бы хотелось продемонстрировать несколько слайдов, которые были представлены министром образования и науки Российской Федерации по итогам 2017 года. Во-первых, конечно же, это проект, который носит название «Создание современной образовательной среды для школьников». Его цель – обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Российской Федерации за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации. В 2017 году в 53 субъектах, в том числе и в Республике Коми, введено 83 объекта общей мощностью 56 888 учебных мест. А в 23 школах 16 субъектов уже приступили к реализации образовательного процесса. Основными идеями проекта создания современной образовательной среды для школьников является повышение доступности общего образования, ликвидация ветхого фонда школьных зданий, обеспечение односменного режима обучения. Второй важный проект, который реализуется в нашей системе образования, это рабочие кадры для передовых технологий. Его цель – создать в Российской Федерации конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, которая будет обеспечивать подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями. В 2017 году были утверждены 44 федеральных государственных образовательных стандарта системы профобразования по ТОП-50. Это тот список наиболее востребованных профессий. В 2017 году осуществили прием по новым стандартам 1000 колледжей. 86 тысяч человек поступили на обучение. Кроме того, был проведен финал 5-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», в котором участвовали 1265 конкурсантов, в том числе и ребята из нашей республики. 5024 педагога и мастера производственного обучения прошли повышение квалификации с учетом стандартов WorldSkills. Подобные программы в нашей республике тоже были реализованы в 2017 и уже в 2018 году. Основными идеями программы «Рабочие кадры для передовых технологий» являются создание специализированных центров компетенций, обновление материально-технической базы колледжей и сертификация экспертов. В 2017 году создано 7 межрегиональных центров компетенций. Третий важный проект – это вузы как центры пространства создания инноваций. Его цель – обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность к 2025 году не менее 2 ведущих российских университетов. Создать в субъектах Российской Федерации к 2025 году не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития. В 2017 году 13 российских университетов вошли в ТОП-300. В том числе 7 российских университетов входят в ТОП-100. Это мировые рейтинги. При этом статус опорного университета в 2017 году присвоен еще 22 вузам. Их общее количество составило 32 вуза. В том числе статус опорного университета получил и Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Основными идеями программы является обеспечение глобальности конкурентоспособности, создание университетских центров и повышение доступности высшего образования. Четвертый важный проект
современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации. Целью этого проекта является создать к 2018 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и вовлечения в освоение онлайн-курсов к концу 2025 года не менее 11 миллионов человек. 17 вузами-победителями конкурсного отбора, который проводился Министерством образования и науки Российской Федерации, были заключены соглашения. В настоящее время уже более 450 онлайн-курсов прошли оценку качества и размещены в системе на портале «Открытое образование». 3500 сотрудников обучены по программам повышения квалификации. В нашей республике также реализуется проект «Современная цифровая образовательная среда Республики Коми». Основной идеей являются система оценки качества онлайн-курсов, проработка этой системы, запуск одного окна. Об этом тоже я буду говорить на площадке, посвященной обзору онлайн-платформ, и рейтинговая система оценки онлайн-курсов. На сегодняшний день создано уже 10 региональных центров компетенций, связанных как раз вот с оценкой онлайн-курсов, с разработкой онлайн-курсов. Пятый проект носит название «Доступное дополнительное образование для детей». Его задача – обеспечить к 2020 году охват не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными образовательными программами. В 2017 году открыт 51 детский технопарк «Кванториум», в том числе и в нашей республике, в Сыктывкаре, в 37 субъектах Российской Федерации. Да, вот мы как раз к этим 37 субъектам относимся. 45 тысяч детей обучаются на постоянной основе. 400 тысяч вовлечено в кванторианское движение. Основными идеями проекта являются создание региональных модельных центров, создание сети детских технопарков «Кванториум», реализация новых моделей дополнительного образования. На сегодняшний день создано уже 9 региональных модельных центров. Ну, я думаю, что все это свидетельствует о том, что наша современная российская школа действительно не просто стоит на пороге создания среды и технологий для зоны прорывных инноваций, а уже входит в этот процесс и успешно в нем реализуется. Далее я бы хотела предоставить слово нашим коллегам. Андрей Коптелов, Уильям Эджингтон. Кто из вас начнет? Пожалуйста. Уильям. Orient on your slides. Меня слышно? We ready? Oh. Ready? Yeah. Yes. I hope. Greetings from America. Приветствую всех из Америки. This is our second visit to Sitavkar Это and наш the второй Komi визит в Republic, Сыктывкар, Коми-республику. and we love it here. И нам очень здесь нравится. I apologize for having to use Я my извиняюсь за то, translator. что я использую переводчика. My Russian is terrible. Мой русский очень ужасный.
We have an old joke in the United States. У нас есть шутка в США. Do you know what you call someone who can speak 2 languages? Вы знаете того человека, который разговаривает на 2 языках? Bilingual. Билингв. Do you know what you call someone who can speak 3 languages? Вы знаете человека, который говорит на 3 языках? Trilingual. Трилингв. What do you call someone who speaks 1 language? Как вы называете человека, который говорит на одном языке? American. Америка. Американец. So I apologize. Our colleague did a wonderful job talking about education in the future. Наш коллега, задача которого говорить о работе учителя в будущем. But with your permission, what I'd like to do is talk a little bit about education in the present С вашего разрешения я хочу поговорить о обучении в настоящем времени in the United в States. США. So you might have an understanding of what my colleagues and I, our experiences that we bring. Чтобы вы имели понимание о том, что мы сейчас делаем с коллегами. When I was a teacher and would go to professional development, Когда я был преподавателем в профессиональном развитии, my thought was always, if I can take one thought and take it back into my classroom, it will have been time well spent. Could you repeat, please? Could you repeat, please? If I could take one piece of information from a professional development workshop Если бы я мог взять какую-то одну часть информации из профессионального развития and take it back into my classroom, и внести ее в свой класс, it will have been time well spent. время было бы потрачено не напрасно. And so it certainly is our hope that you have many things to take back to your classroom. Я надеюсь, что вы много возьмете в свои классы. Education in the United States Образование в США is provided through public and private schools сопровождается приватными, публичными и домашними школами, частными школами, and частными also, общественными школами and also homeschooling. и домашним обучением. Education is left up to each state. It's not a national Образование не национальное, а в каждом штате. phenomenon. For example, my colleagues and I come from the state of Texas. Мои коллеги... My colleagues and I come from the state of Texas. Мы из штата Техас. And so Texas has autonomy in how we educate our children. Техас имеет автономию в том плане, как они обучают детей. Our federal government Наше федеральное правительство makes suggestions делает какие-то предложения and often provides money, и оказывает финансовую поддержку. but it's up to the state to make the final Но штат сам recommendations. решает, какие финальные рекомендации давать. Now, private schools are Частные школы under no jurisdiction of the federal government because they don't receive money from the government. они не под юрисдикцией федерального правительства, потому что они не получают денег от него. And so what we'll talk about primarily right now are public schools. Поговорим про общественные школы сейчас. Children by state law must go to school, depending upon the state. Дети должны идти в школу зависимо от штата. Some states compulsory education begins at 5. В некоторых штатах обучение начинается в 5 лет, Some states it begins at age 6. в некоторых в 6. But typically Но they'll go обычно until the age of 18. они до 19, ой, They'll continue in school until they are 18 years old. до 18 лет обучение происходит. In most states, education is divided into 3 levels. В большинстве штатов образование сопровождается на 3 уровнях. Elementary school, which is kindergarten through approximately 5th grade. Садик. И, извините, начальная школа до 5 класса, да? Middle grades, which are approximately grade 6 through grade 8. Средняя школа с 6 до 8 класса. And then high schools, which are grades 9 through 12. И с 9 до 12. I'm not even going to go into that. What I would like to talk with you about are
challenges that we face in the United States in education. Я хочу с вами поговорить о некоторых трудностях, с которыми мы сталкиваемся в обучении. My experience has been that challenges in the United States are often the same challenges that you might face here in the Komi Republic. Эти трудности в США и в Коми-Республике, я думаю, одни и те же. And could be the same challenges teachers face in China. И могут быть такими же трудностями, с которыми учителя сталкиваются в Китае. Or Africa, Или в Африке. or Central America. Или Центральной Америке. And that's the important thing about being a teacher is we touch a lot of lives. И это важная часть обучения, так как оно затрагивает многие жизни. And on a side note, that's why it's such an honor to be here with people who are dedicated to their profession. И это такая честь быть здесь с людьми, которые посвящены своей профессии, посвящают свою жизнь этой профессии. To try to be the most effective teachers they can be. Которые пытаются быть наиболее эффективными учителями. One of the major challenges we face in the United States Одна из самых главных трудностей, которые мы встречаем, are standardized tests. это стандартизированные тесты. This is a relatively new phenomenon in our country. Это новое явление в нашей стране. Really only in about the last 20 or 25 years has this been occurring. Около 20 или 25 лет это происходит. Где сделать погромче? Говорить погромче. Это происходит около 25 лет. Ага. Так нормально? Спасибо. Standardized tests are criticized Стандартизированные тесты, они критикуются, because they don't always give a fair evaluation of what the child has learned. потому что они не дают объективной оценки ребенка. And schools are accused, teachers are accused И учителя обвиняются of teaching for the test. в том, что они обучают именно к тесту. They're used in order to make a judgment on the progression of the child. Does that make sense? We use them to see how the student is progressing. Мы используем их для того, чтобы определить прогресс ребенка. But unfortunately, we know that there's a lot of pressure. Но мы понимаем, к сожалению, что мы находимся под большим давлением. And we have many children who do not take tests well. И у нас есть много детей, которые не сдают эти тесты. We have many adults who don't take tests well. У нас есть много взрослых, которые эти тесты не очень хорошо сдают. And so, as I said, this is a relatively new phenomenon in the United States. И это относительно новый феномен в Соединенных Штатах. We are holding schools and teachers much more accountable than we ever have before. Мы держим наши We hold them школы accountable. accountable. Мы держим их как... Мы ответственны за это. There's a movement in the United States В США есть движение, to do away with standardized testing. чтобы как-то избавиться от этих стандартизированных тестов. Or achievement tests. Sometimes we refer to them as that. Или каких-то других тестов. Achievement tests. Тесты достижений. Okay. And it's an issue we probably won't resolve in quite some time. We won't fix it anytime soon. Это достаточно быстро исправить, и мы скоро это исправим. Another challenge in the United States are Следующая трудность в США – это extracurricular activities. деятельность вне занятий. For example, in the state of Texas, where we are from, Например, в Техасе, откуда мы родом, the sport of American football is very popular. американский футбол очень популярен. And it is often said that we're more concerned with football than we are with education. И чаще говорят, что мы больше заняты футболом, чем образованием. And that's a problem. И это проблема. We also
our students are able to do many things and participate in many activities, and critics say that is taking away from the academics. Мы также участвуем во многих, в какой-то внеучебной деятельности, и это отвлекает нас от обучения. Whereas we recognize that these activities can make a child well-rounded. Но мы осознаем, что эта самая деятельность, она делает ребенка, кругозор ребенка шире. And be of benefit to them in the long run. И Be преимущество. beneficial. Преимущество. Too often, the extracurricular activity is the only reason the child is going to school. Чаще это деятельность единственная причина, по которой ребенок ходит в школу. Another issue is how we are educating our special needs children. Следующая проблема – это как мы обучаем детей в трудной ситуации. Нет, детей с определенными нуждами. And that is, we don't always agree on the best way to educate these children. И у нас нет какого-то согласия в том, как обучать таких детей. I'll leave it at that. I don't want to go any further with that. I don't want to do vouchers. In the United States, one of our major concerns is international comparisons. В США одна из таких же главных проблем – это национальное сравнение, интернациональное сравнение. We are very concerned that our test scores, our standardized test scores, may not be as high as other countries. Мы всегда волнуемся за счет того, будут ли результаты тестов в нашей стране такие же высокие, как в международной сфере. Typically, countries such as Germany and Japan and Great Britain and Finland are held to a high standard. Обычно страны такие, как Германия, Англия, Финляндия и Япония, они стоят на более высоком уровне. But we have a saying in the United States, it's like comparing apples to oranges. Но у нас то же самое в США, это как сравнивать яблоки с апельсинами. In America, every child is able to take these standardized tests. В Америке каждый ребенок, ему нужно пройти этот стандартизированный тест. Whereas in many other countries, only the children who have been identified going an academic route in high school. В других странах дети, которые проходят этот тест, они имеют возможность пойти дальше, поступать. And so the top 20% of one country, let's say Japan, 20% лучших в какой-то стране, в Японии, например, is compared to 100% of the American children who have taken that сравнивается со exam. 100% And американских детей. that's not necessarily fair. И это не обязательно. But it is Нечестно. Нечестно. But it is driving education today in order to get our test scores up. Но это ведет образование к тому, чтобы получать высокие баллы. Which goes back to an issue I mentioned earlier about standardized testing. Что ведет нас к тому, что он уже упоминал про стандартизированные тесты. We have a lot of challenges in the United States. Очень много трудностей встречаем мы. And I imagine many of those challenges are shared with our colleagues in the Komi Republic. И этими трудностями мы хотим поделиться с нашими коллегами из Коми Республики. But we're in the process of trying to look to the future, as our colleague has said. Но мы в процессе взгляда в будущее, как наша коллега уже упомянула. And one of the last issues that И we have одна из последних трудностей, которая у нас есть, is the appropriate use of technology. это подобающее использование технологий. It seems we're always about half a step behind where technology is going. Технология движется вперед, а мы немножко позади. It was my intention in the last few minutes to give you a little idea of education in the United States.
Я за несколько минут попытался вам объяснить ситуацию в США по обучению. To see where we are, чтобы вы увидели, and my что мы из colleague, себя представляем. Dr. Kopchelov, И мой коллега will talk about where we're going. He'll talk about where we're going и он расскажет о том, куда мы движемся with technology and education. с технологией в образовании. Dr. Kopchelov. Выключили, да? Я прошу прощения, у меня пропал голос вчера по какой-то причине непонятной. Вот, первый раз в жизни. И поэтому я постараюсь сделать все, что возможно, чтобы вы меня слышали. Иногда он появляется, иногда снова пропадает. Мы решили что сделать честно. Я буду говорить по-русски для того, чтобы дать вашим замечательным переводчикам отдохнуть чуть-чуть до тех пор, пока смогу говорить. Слайды мои будут на английском языке для того, чтобы было понятно моим коллегам о том, о чем идет речь. Еще раз прошу прощения за мой голос. Надеюсь, что он улучшится в процессе разговора. Как и сказано в программе, я расскажу вам немножечко, поделюсь с вами о том, как современные технологии помогают школе в инновациях и каким образом мы используем технологии как в университете, так и на различных этапах школы. Мой коллега рассказал вам, что существует 3 этапа. В настоящее время есть три так сказать, компонента школьного образования. Это начальное, среднее звено и старшая школа. Вообще я хочу начать с того даже, кстати, сказать, чтобы спросить вас такой вопрос. Почему мы должны технологии использовать, как вы считаете? Вот много об этом идет речь, что технологии прорывная, так сказать, часть образования, новые появляются технологии. Давайте попробуем так, я вас спрошу, а вы, если сможете, ответьте мне, не волнуйтесь, не нервничайте, не стесняйтесь. Может быть, мы найдем с вами, так сказать, очень интересные идеи в этом. Итак, мой вопрос, почему мы должны или почему мы хотим использовать современные технологии в образовании? Возможностей больше, упражнений можно создавать больше, при этом дети более заинтересованы в том, в участии в процессе урока. То есть учитель получает больше возможностей, безусловно, потому что у него появляется новый инструмент. Например, если взять, скажем, того же плотника, когда он работал отверткой ручной, а сейчас у него есть электрическая отвертка, то, безусловно, у него появляется более интересная возможность. Ученики, абсолютно точно, ученики заинтересованы, не любят технологии, и у них появляется мотивация. То есть мы видим, что есть такая двухсторонняя как бы заинтересованность и в то же время преимущество для обеих сторон. Здесь возникает вопрос, опять же, применение технологий, то есть может идти по 2 направлениям. Первое, это технологии могут изучаться как инструмент, ну, в частности, информатика и программирование, а также технологии могут быть использованы как инструмент для обучения и для учения. Вот в моем выступлении я как раз на этом
так сказать, сфокусируюсь на том, как учитель, используя технологии, как новый инструмент, может усовершенствовать свое преподавание, а ученики, в свою очередь, облегчат или, наоборот, сделают более, не наоборот, а сделают более заинтересованным свое учение. Ну, я думаю, что везде, и в США, и в Европе, и в российской школе мы можем выделить, по крайней мере, 4 основных этапа работы учителя. Первое – это тогда, когда учитель планирует занятия, то есть планирует свои уроки, пишет планы, конспекты. Второй этап – это тогда, когда учитель, в общем-то, учит. Третий компонент – это тогда, когда он проверяет результаты своего обучения, то есть будь то тесты, как говорил мой коллега, будь то экзамены, будь то просто проверочные какие-то работы или проекты, которые выполняют учащиеся. И потом на основании тех данных, которые он получает, он начинает делать какие-то изменения, корректировки в своих уроках и в своем будущем процессе, в своем будущем преподавании. На всех этих этапах технологии могут применяться достаточно успешно, и в этом уже есть, так сказать, практический опыт. Я здесь привел несколько веб-сайтов, которые очень популярны среди учителей в США. И на этих веб-сайтах учителя могут посмотреть планы, конспекты других своих коллег из любой, так сказать, из любого штата. Есть веб-сайты, где они делятся идеями и обсуждают те или иные вопросы или те или иные трудности. Ну, а также есть те веб-сайты, где они могут просто-напросто свои какие-то разработки выложить и сказать: не хотите купить у меня? Например, вот удачно достаточно работает и кто-то покупает. Значит, и в процессе планирования учитель не одинок. Он, во-первых, может работать со своими коллегами, и об этом Лорен вам расскажет немножко подробнее, но тем не менее он может использовать интернет для того, чтобы получать информацию там. Во время обучения, во время проведения занятий, вы прекрасно знаете, что существуют многие современные инструменты. Я знаю, что во всех российских школах есть интерактивные доски. В Америке мы их называем смартборд. И вы знаете, на самом деле это хорошая штука, но не все умеют ими правильно пользоваться. У меня, например, была коллега, я забыл сказать, я 11 лет проработал в среднем звене американской школы, и я преподавал технологии там, и у меня была одна коллега, которая работала с инвалидами, с учащимися инвалидами. И директор решил купить интерактивную доску для школы, это еще было, может быть, больше 10 лет назад. И он купил эту одну единственную доску за $10 000 и отдал в ее класс, потому что с инвалидами там больше предоставляется этим ребятам возможности и так далее. И потом какое-то время некогда было общаться, и как-то я зашел к ней в класс, мы разговорились, и уже в самом конце нашего разговора она говорит: слушай, говорит, Андрей, ты как-нибудь выбери время, зайди ко мне и научи меня, как этой штукой работать. А то, говорит, просто ставим вот сюда эти бумажки, наклеиваем со всякими пометками. $10 000, единственное в школе, была отдана туда. Вот учитель, значит, она вот эти для стики ноты использует. То есть это вполне реальная ситуация, независимо от страны. Ну вот сейчас очень достаточно активно мы начали использовать приложения, которые предоставляют, бесплатные приложения, которые предоставляет Google. Есть такой очень хороший инструмент, он называется «Классная комната Google», где вы наверняка, многие из вас знакомы, где учитель может, в принципе, виртуально работать с учащимися, и учащиеся могут общаться друг с другом. Ну и, безусловно, нельзя не отметить мобильные устройства и телефоны. Я не знаю, но я думаю, что здесь одинаковая ситуация, но в США, например, зависимость от телефонов практически 100%. Я лично зависим. Я должен признаться, я лично зависим. Люди и подростки, особенно учащиеся, телефон – это их лучший друг. Это стал их лучший друг. Они с ними в постели, они с ними за столом, когда они кушают, они с ними в свободное время, и даже в туалете они с ними
неразлучны. И поэтому возникает вопрос, что а почему не взять, не подумать, а каким образом вот эти вот мобильные устройства, вот эти вот смартфоны, которые настолько как бы привычные, любимые учащимся, почему мы не можем посмотреть, каким образом они могли бы быть использованы для того, чтобы усовершенствовать процесс обучения, сделать его более интересным и в то же время заинтересовать учеников уже не просто для того, чтобы общаться, посылать тексты друг другу или использовать Facebook, а может быть для того, чтобы найти какую-то интересную информацию по предмету, или общаться опять же друг с другом, но для того, чтобы решить задание, которое учительница дала. Был такой случай, я вам расскажу. На одной из конференций учительница английского языка, она рассказывала такую ситуацию. Она дала ученикам выполнить какое-то задание по английскому языку, но уже, так сказать, не очень она была уверена, что они справятся с этим заданием, потому что класс был недостаточно сильный, и учащиеся были ленивые, не очень как бы стремились хорошо заниматься. Но при этом, когда она давала задание, она сказала, что используйте все возможные средства, например, Facebook, например, Snapchat, ну и другие такие вот сервисы, которые ученики любят. И она была потрясена, когда она увидела результаты учеников, а ведь компьютер, он же все отмечает. И она увидела, что ученики на Фейсбуке там, и на других средствах коммуникации онлайн работали и обсуждали в час ночи, в 2 часа ночи. Но они обсуждали, оказывается, задания по английскому языку. То есть она взяла, совершенно сама того не ожидая, дала им инструмент их любимый, и они стали работать намного лучше. К сожалению, есть такое выражение в Соединенных Штатах Америки: "We cannot stop this train". Мы не сможем остановить этот паровоз, он уже идет. И это невозможно, не в наших силах, но мы можем его перенаправить. Мы можем перевести стрелку в том направлении, в котором он будет работать на ученика. Очень хороший пример – это использование 3D-моделирования для изучения, скажем, каких-то аспектов анатомии, биологии и так далее. Я в дальнейшем, если мне голос позволит, в одном из своих выступлений расскажу вам о том, как нам удалось с учениками из очень слабой школы разработать проект по био-нанотехнологиям, который был направлен на выявление раковых опухолей на самой ранней стадии. Ну и перевернутый урок. Вы можете мне просто подсказать, кто-то из вас знает что-либо о перевернутом уроке? Вы слышали об этом? Есть такие? Ага, то есть это замечательно, очень хорошо. Мы тоже поговорим об этом несколько позднее. Следующий компонент работы преподавателя – это оценка знаний. И мой коллега как раз говорил о той, в общем-то, действительно очень серьезной трудности, которая существует в американской школе, это вот стандартные тесты. Потому что учителя вынуждены фокусироваться на то, чтобы, я использую такой термин, надрессировать, может быть, он не совсем корректный при разговоре об обучении, надрессировать буквально учащихся на то, чтобы они смогли успешно сдать эти тесты. И процесс обучения превращается уже не в то, так сказать, действие, когда ученик на основе своей любознательности пытается что-то узнать, а учитель ему помогает и руководит этим процессом, а он просто превращается в какую-то такую тренировку, лишь бы получить результат на этом тесте. И это серьезно. Но при этом учителя это также понимают, и поэтому пытаются использовать какие-то инструменты, особенно инструменты на основе технологий, для того, чтобы сделать процесс подготовки к тестам более-менее интересным и разнообразным. В американской школе 3 основных типа оценки знаний, вернее, 3 этапа оценивания знаний учащихся. Это предварительное оценивание знаний. Я думаю, что в российской школе это то же самое. Оценивание знаний текущие, то есть в процессе работы учеников на уроке учитель задает вопросы или ходит по классу и смотрит, как идут дела, а также окончательное оценивание знаний. Кстати, тесты относятся как раз к такому. И вот в этом случае технологии используются очень активно. И следующая наша с вами
сессия или, так сказать, работа, она как раз будет заключаться в том, что я постараюсь вам продемонстрировать эти инструменты. Галина Владимировна сказала, что у вас здесь есть хороший интернет, и мы попробуем использовать ваши смартфоны для того, чтобы продемонстрировать, как все это работает. Сейчас вот мои студенты, например, с которыми я работаю на бакалавры, они разрабатывают специально такие задания, а потом апробируют их в школе, когда они находятся там на практике. Но об этом мы поговорим позднее. Вот три основных инструмента, я не знаю, слышали вы о них или нет, но они очень популярны сейчас. Это Kahoot, Plickers и Nearpod. И я расскажу о каждом из них для вас подробно, если нам позволит Wi-Fi, и у нас получится, я надеюсь, что получится, будем стараться, то мы тогда с вами увидим, как все это работает. И множество других учителя, так сказать, могут выбрать различные. Это только три основных, которые наиболее известны. Я привел пример. Множество других приложений. Я сейчас вам включу одно видео, которое я очень люблю. Я его показываю своим студентам всегда. Это видео, где один из известных ученых в области образовательной психологии штата Аризона говорит о том, как вообще мы получаем знания, с одной стороны, и как работает мотивация у обучающихся для того, чтобы получать эти знания. Это видео на английском языке, но я вам постараюсь перевести их как можно ближе к тому, что говорит этот человек. Его имя Джеймс Ги. Он очень много посвятил своих работе использованию игр в обучении, а также психологическим основам познания и обучения. This is from a body of research that's now about 20 years old. Он говорит, что это, в общем-то, он берет из исследования, которое уже более 20 лет, как известно. This is from a body of research that's now about 20 years old that shows that when human beings understand anything, whether it's a text or the world, they understand it not by abstract generalities, but by literally being able to run in their head a simulation of images and actions and experiences that the words refer to. Речь идет о том, что когда люди пытаются что-то понять, это не идет из какого-то абстрактного мышления, а оно, понимание основывается на создании образов и картинок в голове. And it turns out, and every teacher here is going to say, I could have told you that. When a human being is doing that, is when they are thinking, because they have to get ready to take an action that they want to take, and they want that action to succeed, they think really well. И когда люди начинают думать и хотят какие-то действия на основе своих размышлений принимать, то тогда их действия являются успешными, очень успешными. Почему там не выскакивает? And it turns out, and every teacher here is going to say, I could have told you that. When a human being is doing that, is when they are thinking, because they have to get ready to take an action that they want to take, and they want that action to succeed, they think really well. But when you ask them to think about stuff, but there's no action they're going to take, and they don't really care what the outcome is, they think very poorly. Но если, например, вы просите кого-либо подумать о чем-то, но за этим не следует никаких действий, и в принципе-то человеку неинтересно действовать, какие-то действия произвести, то в этом случае они думают очень и очень плохо. То есть мышление идет очень-очень плохо. То же самое два известных американских один американский ученый из Массачусетского института по технологиям и известный швейцарский педагог Джин Пиаже и Сеймур Пепперт, оба из них говорили, что познание, оно формируется на основе действия. То есть на самом деле мы можем читать лекции много часов,
но, может быть, через 2 дня у вас останется только малая толика того, что мы говорили, а через месяц практически улетит все. И в памяти останется только, например, цвет галстука Билла Эджентона или еще что-либо. Но если вы начнете делать что-либо на основе того, что мы вам говорим, и попытаетесь действительно достичь успеха в своих действиях, вот тогда даже через месяц у вас уже не будет мысли о том, какого же цвета был галстук у Андрея Коптелова, у вас будет осознание и, в общем-то, в памяти то, что вы делали, потому что через практику идет обучение. Вот об этом как раз говорят эти ученые. Два участника в образовательном процессе существуют. Это учитель и ученик. Вы согласны с этим? Учитель и ученик. И вот если мы говорим о технологии и говорим о 21 веке, то существуют определенные, ну назовем их так, цифровые, что ли, умения. Мы это еще называем цифровая грамотность или информационная грамотность, которая необходима любому учителю, независимо от того, что учитель физкультуры или учитель математики, или учитель биологии, или литературы. И вот я хочу вам продемонстрировать 9 основных, о которых говорится. Вообще их разные авторы приводят разное количество. Например, кто-то говорит 21 компонент, кто-то говорит там, 13 и так далее. Но, в принципе, если проанализировать их, то можно выделить вот эти 9 основных. Это первое. Учитель должен уметь создавать какие-то звуковые файлы. То есть, например, вы знаете, что такое подкастер, правильно? Вот. Учитель должен уметь создать что-то подобное для того, чтобы ученик мог это прослушать. Второе – это создание интересных видеоматериалов. То есть не то, что мы покупаем кино или скачиваем его лицензионно или пиратским образом с интернета, а то, что учитель сам, используя ту же, скажем, видеокамеру, мог бы, или, по крайней мере, знал бы, как это делается. И, на мой взгляд, например, я чуть-чуть позднее об этом более подробно скажу, на мой взгляд, учитель слишком много на себя берет. И из-за этого он становится загруженный до невозможности. У него нет времени на то, чтобы просто остановиться и подумать, взять, почитать книжку. Я уже не говорю о том, чтобы провести больше времени с семьей, со своими детьми, потому что он находится в постоянном цейтноте, в постоянном стрессе. Потому что он все хочет сделать сам. И это понятно, он старается, он пытается сделать как можно лучше. Так вот, идея такая. На самом деле наши ученики в любой стране, в принципе даже на любом уровне школы, они страдают от того, что мы не вовлекаем их в процесс подготовки занятий. И, например, если мы говорим о создании видеоматериалов, то я вам скажу абсолютно точно, это проверено на практике неоднократно. Если мы попросим учеников, дадим им видеокамеру, объясним им буквально основные кнопки, и попросим их сделать какой-то видеосюжет о нашем предмете. Например, очень просто. Дайте мне любой предмет, любой. Математику, какой? Вот ваш любимый какой предмет? Математика? Мой тоже, честно говоря. У меня папа был математик. Вот. Значит, математика. И казалось бы, ну вот даем видеокамеру, и как мы можем это увязать с математикой? Очень просто. Вот это мой учитель, а я его ученик. Он мне дает свой камкодер, видеокамеру, и говорит, попробуй мне рассказать, запиши на видео, вот твой друг, он тебя запишет на видео, а ты ему расскажи, как настоящий артист в Голливуде, как вот в этом вот таком-то вот любимом твоем фильме. Расскажи, пожалуйста, как найти общий знаменатель, если мы работаем с дробями. И вот поверьте, учитель высвобождает себе огромное количество времени, а при этом ученики получают такой интерес и настолько, так сказать, зажигаются этим. Но есть только тут одна маленькая штучка. Как учитель мы не должны им говорить о том, как это найти общий знаменатель. Пусть они найдут сами. Потому что такое слово, английское слово research, исследование? Оно состоит из двух компонентов. Search – это искать, а research – это
искать и еще раз искать, еще раз искать. Еще. Вот в этом вот как раз и заключается, так сказать, правильное понимание использования цифровых технологий и правильная, так сказать, цифровая грамотность, когда учитель руководит, не, так сказать, не влезая особенно серьезно в процесс, а подсказывая, как грамотный педагог, подсказывая учащимся, а учащиеся сами добывают свои знания с помощью технологических инструментов. Вот это вот одна из идей. Третье, это, в принципе, подобно то, что первое, это создание визуально увлекательного содержания. И вот здесь вот справа я привел ссылки на те веб-сайты, которые позволяют учителю или ученикам создавать какие-то материалы, именно связанные с тем или иным компонентом цифровых знаний. Я вам оставлю презентацию. Я думаю, что каждый из нас вам оставит нашу презентацию. Вы потом, если у вас будет желание, можете ее посмотреть. Вот это вот очень интересная штука. Это то, о чем я вам говорил, про учительницу английского языка. Использование социальных сетей для того, чтобы создавать или исследовать содержание предмета. Представьте себе такую идею. Вы можете сказать, вот какой любимый, самый любимый социальный сервис, наверное, правильно так по-русски сказать, социальный сервис у ваших учеников? Facebook или там Snapchat, или что вот у вас в Сыктывкаре или в Коми Республике? Какой больше всего они любят? ВКонтакте, да. Правильно, я забыл. Моя жена тоже одноклассники, она делает. Вот. Значит, в Америке сейчас очень популярен, называется Snapchat, а до этого был популярен Facebook. И вот если вы говорите, что берешь ВКонтакте, да, и используя ВКонтакте со своими друзьями, а ведь ВКонтакте он существует для того, чтобы там иметь друзей, и меняться какой-то информацией, не просто там фотографии, вот я там бабочку поймал или там еще что-то, вот, а используя, смотрите задание, используя сервер ВКонтакте, решить ту или иную задачу по содержанию того или иного предмета. И после этого, сделать презентацию, например, PowerPoint-презентацию, или видео о том, как эта работа проходила, какие моменты тебе больше всего понравилось, как это тебе помогло, а также какие были трудности и что ты считаешь нужно бы изменить, и какие недостатки при работе с этим сервисом, там, ВКонтакте или еще что-то. Вот. Смотрите, что происходит. То есть ученик работает самостоятельно. Учитель помогает, руководит, направляет. Ученик использует свой любимый инструмент, смартфон, который у него в кармане всегда или в рюкзаке, где угодно. И он использует тот сервис, который для него как конфета. А если вы ему скажете, я не буду вам сегодня лекцию читать, берите все телефоны свои, и сейчас все идем ВКонтакте, вы у них будете самый любимый человек на свете. Ну, серьезно. Я пробовал такие штучки. Вот. Значит, вот здесь как раз 3 таких компонента, где они могут использовать блоги или вики, то есть обсуждать что-то онлайн. Это то, что они любят. К сожалению, здесь есть очень серьезный минус. И я, например, о нем сейчас на самом деле очень много думаю, потому что, казалось бы, хорошо, да, вот как вот освобождает время учителя, помогает ученикам, работая с любимыми сайтами или сервисами, используя их друга лучшего, помогает им учиться. Но с другой стороны, смотрите как, вот это вот человеческое общение, вот то, что присуще именно людям, когда мы говорим друг с другом, смотрим в глаза друг другу, да, вместе что-то делаем бок в бок, оно потихонечку исчезает. То есть возникает работа на расстоянии. И здесь такой вопрос как бы всплывает. А что делать и как? Но, к сожалению, опять возвращаюсь к тому же самому. Попробуйте остановить этот паровоз. Я думаю, что это нереально. К сожалению, вероятно, все, к сожалению. Но в этом случае давайте направим его в правильное русло и давайте ограничим его скорость движения этого паровоза. Вот тогда учитель уже действительно становится тем
человека, моя роль становится именно, так сказать, правильной при использовании технологий и обучения учащихся в то же самое время. Создание презентаций. Вот я почти уверен, если я не прав, то, пожалуйста, остановитесь и скажите мне. Я почти уверен, что вы делаете какие-то презентации для своих классов, PowerPoint презентации, вы, может быть, используете другие вещи, там, Prezi, еще что-то, и вы делаете это дома, вы делаете это сами. Кто из вас, вы можете поднять руку, кто из вас говорит своим ученикам, что Сережа, Катя, вы должны сделать презентацию, там, предположим, о Солнечной системе к завтрашнему занятию? Есть вот такие учителя? Во. Ну вот видите, вот вы правильно, на правильном пути, я считаю. Вот. Создание, ну это здорово, но смотрите, немного, правда? Немного, потому что в основном мы все берем на себя. Я то же самое, этим же страдаю. Мы все берем на себя, и это забирает все наше время, с одной стороны, а с другой стороны мы лишаем учащихся такой творческой работы и ощущения того, что они делают серьезное дело для класса, они делают серьезное дело для своего учителя. А самое главное, то, что они учатся учиться. А ведь мы можем им рассказать формулу, можем им показать какие-то шаги в решении той или иной проблемы. Но когда они уйдут за ворота школы, они вынуждены будут делать все сами. Там уже не будет такого ученика. У них будут задачи, которые они должны будут решать сами. Вот. Создание цифровых портфелей и использование нетрадиционных квизов и тестов. Вот такие, значит, основные умения, которые сейчас появились как одна из необходимостей для учителя. Вот я со своими студентами делаю такую штуку. Я их прошу, вот такая таблица, я прошу их заполнить такую таблицу. Здесь они должны написать, какое, по их мнению, цифровые умения должны быть у учителя. Вот те наши студенты, которые будущие учителя. И вот они пишут какое-то, предположим, что они умеете делать презентацию, например. И вот здесь они должны сказать, ага, вот какие инструменты технологические я могу для этого использовать. Ну, скажем, PowerPoint или там Prezi, вот, популярный. Вот. А сейчас приведите примеры этих проектов и так далее, и так далее. То же самое вы можете делать со своими учениками по предмету. И таким образом происходит совсем другой вид деятельности. У меня есть еще 4 минуты, и голос, смотрите, вернулся. Я не знаю, но почему-то вот, смотрите, как хорошо с вами общаться. Я сегодня не мог вообще даже за завтраком говорить, а сейчас хорошо. Значит, создание учебных материалов с использованием технологий. Но эти учебные материалы должны создавать ученики под руководством учителя. Например, перевожу, цифровые истории. Я к вам уже говорил, что там видео, например, можно сделать, да? Существует масса других. Тот же PowerPoint, он может быть прекрасно использован для того, чтобы цифровая история о том, как мне удалось там исследовать развитие бабочки, там, от гусеницы, от личинки, от куколки и так далее. Можно взять любую тему. Создавать какие-то материалы для учителя. Инструкционные материалы для учителя. Пусть они будут несовершенны. Вы как учитель, вы всегда сможете подкорректировать, чуть подправить, а даже вместе с учеником сказать, Ваня, иди сюда, смотри, вот здесь ты отлично написал, но вот давай вот это вот немножко так вот подрихтуем, а оно будет немного более понятно, а может быть более точно. Компьютерные игры, создание и разработка компьютерных игр. У нас в программе есть целая, по-моему, такой воркшоп, да? Вот. Я вам покажу, что мы делаем. И если позволит время, у вас будет желание, я вам сделаю игру при вас. И вы увидите, что в принципе ученики тоже могут такую сделать. Но игра должна быть только одно условие. Игра должна быть именно по предмету и по той теме, которую вы сейчас в данный момент хотите, чтобы они усвоили. И поверьте мне, ученики с удовольствием будут это делать. Потому что игра – это еще один, так сказать, друг, очень большой друг учащихся. Мы уже говорили о том, что
общение в интернете, общение онлайн. Вот это вот очень актуальная вещь, которую мне очень хочется сделать. Мы сейчас вот с студентами, с моими, уже приблизились вплотную. 2 студента практически смогли это сделать. Очень непросто оказалось, хотя простой совершенно инструмент. Это создание приложений для смартфона. Потому что, вот смотрите, вот сейчас здесь десктоп, да? Но, на мой взгляд, пройдет какое-то время, вот как раз проректор говорил, отмечал, то будут совершенно другие технологии. И мне видится, например, так, и не только мне, на основе анализа работы исследовательских, видится так, что мобильные устройства будут в основном использоваться. И вот если ученики и учитель смогут создавать какие-то приложения для смартфона, этот смартфон постоянно с тобой, тебе хочется повторить какую-то тему, ты знаешь, что ты ее делал сам, с учеником, со своим другом, то это будет очень хорошая помощь для учеников, для учащихся. Перевернутые уроки, создание веб-страниц. Очень просто, кстати, делается сейчас множество инструментов, таких легких, что только нажимай и перетаскивай. Раньше там надо было HTML изучать язык, или там Dreamweaver, Micromedia покупать дорогой, и там, изучать его тоже достаточно непросто. А сейчас это все можно сделать учащимися. Даже, ну, я бы сказал, класс 5-6 вполне могут справиться с этим. И справляются, на самом деле. Пример. У меня осталось, или ничего не осталось? Да, ничего не осталось. Расскажу, ладно? Вот этот пример. Значит, я вам скажу про этот пример с одной истории. Я работал в школе, где в основном были ученики из семей иммигрантов, в том числе нелегальных иммигрантов, и семьи достаточно небогатые, лучше даже сказать бедные. И у них родители работали на таких, ну, неквалифицированных работах. Там отцы косили траву, строили заборы, ремонтировали машину, там или мыли машины, а матери там прибирались в квартиры, мыли посуду где-то там в ресторанчиках и так далее. И вы знаете, вот эта жизнь, она у них сложила как бы такое понимание, что им образования не надо. Потому что он по выходным ходил с отцом, помогал ему строить забор, и отец ему говорил: вот, отлично, там, значит, ты так здорово мне помог, на вот тебе $20. Вот, в следующий раз на $50. И у меня был такой случай. Это правда история, настоящая история. Я стою, значит, на улице перед началом занятий. Мы обычно там учителя стоят и смотрят, чтобы ученики не было никаких проблем, шли в школу. И идет ученик, который был в моем классе, очень умненький такой мальчик. Вот я его спрашиваю, говорю, ну, говорю, вот, куда ты собираешься, в какую старшую школу? Потому что там может выбирать в Америке ученик старшую школу. Я говорю, в какую ты, вот в эту пойдешь или в эту? Он говорит, а с чего, говорит, ты взял, что в старшую школу пойду? Не пойду, говорит, я в старшую школу. Я говорю, как не пойдешь? Ты же такой, у тебя голова такая светлая. Почему ты вдруг не пойдешь? Да я с отцом заборы строю, у меня $100 каждые выходные. Зачем мне это время терять в этой старшей школе? Но он не понимает, что пройдет 15 лет, и эти $100, во-первых, не будут $100, во-вторых, и здоровье будет не то, и так далее. И вот они, это просто пример тому, что им не интересно было изучать математику, науки, английский язык или чего-то. Им надо было просто закончить эту школу и отвязаться. И вот я решил их, значит, прикупить, обмануть. Ну, не обмануть, нет, неправильное слово, просто, так сказать, обхитрить, вот так вот скажем. Значит, и я им сказал, ребят, вот мне нужна ваша помощь. Вот видите, я сделал сейчас вот такую вот как бы штучку для того, чтобы изучать проценты. Вот я использовал Microsoft Word, а компьютер, это интересно для них, это было тем более тогда, когда еще смартфоны только-только появлялись, а у них как детей из бедных семей их не было. Вот, и говорю, мне надо, чтобы вы скопировали это то же самое, потому что мне надо как бы размножить, надо, чтобы скопировали, но измените здесь как хотите. Можете взять любой цвет заглавия, здесь изменить количество закрашенных клеточек и так далее. Они-то думали, что это они делают задание по технологии, понимаете? А на самом деле здесь задание-то было с использованием технологии, но по математике. Они должны были объяснить, что такое процент. И вот здесь вот идет определение процента. Правда, они разный шрифт тут использовали, это интересно для них. Потом они должны были нарисовать какой-то пример о проценте. То есть здесь показан пример, как решается процент. И также показано, что процент может быть представлен как дробь или как десятичная единица. И смотрите, когда они это делали,
вольно или невольно, они же должны написать это. Они должны это где-то посмотреть еще, да? И это проходило через их сознание. Вот как я вам показал видео, то есть они начинали думать для того, чтобы действия какие-то пошли после этого. А здесь у них было задание взять, придумать количество клеточек, закрасить любое и решить вот эту вот задачу процент, потом превратить его в десятичную, а потом превратить его в дробь. Простая вроде бы штучка. И заработала. Понимаете, заработала. И у них уже стал появляться интерес. А можно я еще сделаю? А дайте я сделаю для соотношения величин. Там. А давай я сейчас вот это вот сделаю. И так далее, и так далее. И таким образом они стали изучать математику с помощью технологий сами. И не надо было их заставлять. Вопросы. Я прошу прощения, что еще 4 минуты лишние. Ну, просто медленно говорилось. Есть ли у вас какие-то вопросы ко мне? Если нет, тогда большое вам спасибо за внимание. Еще раз простите за вот эту хрипоту. Итак, уважаемые коллеги, мы завершаем первый наш цикл традиционной сессии. Завершена первая вводная лекция, и я хочу вам представить нашего федерального профессора. В этот название сегодня уже присутствует с нами профессор института стратегического образования Академии образования. К нам присоединяется, и сегодня вместе мы будем работать на нескольких наших площадках. Приветствую вас, Борис Александрович. Борис Александрович, автор учебников литература, автор отличной федеральной здесь учебников. Уважаемые коллеги, мы сегодня встречаемся с вами на площадках. Сейчас мы завершаем открытую лекцию, и вы приходите для работы на те площадки, которые вы будете. Спасибо, коллеги. До встречи на площадках.